Много легенд слагается в народе о сильных и смелых людях. Одним из таких в Коми крае называют Итюва – колдун, знахарь, повелитель стихий. Все это говорят об известном на Вишере персонаже. Кто он на самом деле и какие у него были сверхспособности, постараемся выяснить в нашей программе. Для этого мы отправились в село Богородск Карткировского района Республики Коми. По сей день местные жители из уст в уста передают рассказы о Тюва. Знахарем был, как скажет, так и будет. Люди за это время многое насочиняли. 10 человек могут рассказать 10 версий одной истории. Обладающих сверхъестественными знаниями называли колдунами. Про них говорили «напророчил», «порчу навел». И про Тюва за столько лет много легенд придумали. Говорят, что это был приезжий человек. С семьей жил в верховье реки. Отсюда примерно 30 километров. Многое знал. Рассказывал людям о будущем, про нашу современную жизнь. Всю эту информацию местные воспринимали как сказку. Пророчество Тюва его земляки помнят по сей день, соотносят с настоящей действительностью, сравнивают. Совсем скоро небо покроется паутиной, а над головой будут летать железные птицы. Рассказывал, что железные птицы будут летать. И действительно, стали летать самолеты. Железная паутина – электрические провода. По ним идет и электричество, и интернет. Все сбывается. Получается, он действительно предвидел будущее. Он предсказывал, дом счастливый или несчастливый. Например, говорил, что вот в одном доме третье бревно снизу, оно завитое, и поэтому оно приносит дом несчастья. На самом деле, до предсказания Тювы все было хорошо. А после предсказания жизнь пошла наискось, и все не складывалось. Поэтому хозяин разобрал дом, вытащил это бревно, поменял его, и потом рассказывает, в доме все стало хорошо. Счастливые и несчастливые дома мы фиксировали почти везде, и в Нившере, и в Большой Луге, и в Богородске. Часто встречаемый сюжет, связанный с Тювой. Сами местные жители говорят, что Тюва жил недалеко от Богородска, в верховьях реки Вишеры, в местечке Пугдым. Это примерно 30 километров от села. Жил он там со своей женой и вел большое хозяйство. Ученые предполагают, что само имя Тюва произошло от коми слова «тювышны» – пронырнуть, проскользнуть. Ведь колдуну приписывали способность быстро перемещаться в пространстве и даже проплывать под водой и повелевать этой стихией. То, что сохранилось в устной традиции, он жил с женой, но у них не было детей. У него большой дом, хозяйство, там отдельно была баня, отдельно был построен амбар. Вот все это очень красиво описывают даже наши информанты, начиная с 2012 года. И у Жакова также зафиксировано, что Тюва был хозяйственный человек, у него очень крепкое хозяйство было. Он держал много скота, работники заготавливали у него сено, он был богат. Появляются сюжеты, что он прятал деньги свои то под деревом, то в одном бару, то в другом бару. Когда Тюва начал умирать, жене говорит: ты из дома уйди, когда я умру. Я говорю, тебя ночью съем. Ну, умер, Тюва умер, жена в гроб положила, руки как положено крестом, и Господний образок положила. И потом собирается идти из дома. Думает, с мужем столько лет жили, и убегу из дома. Нет, говорит, не убегу, не съест. А у них вдоль стены выше человеческого роста полка идет. В старинных домах у нас у всех это было, называется искиджаш. Там всякую утварь что-то по дому держали. А сама боится и туда. Полезла туда, и ближе к полуночи Тюва встал. Глазами вот так ищет, ищет, ищет. И увидел. На полке лежит жена-то. Увидел, подошел, встал и ау, ау, ау. Так, а жена все дальше и дальше по этому идет, по полке. А Тюва ау, ау. Хочет руками достать, не может руки в замке, образок не пускает.
И долго, как зубами щелкает, жена все перемешается, а потом петух прокричал, Тюва лег обратно, и все. Вот такое рассказывали. Первые записи о Тюве встречаются у первого коми-профессора Калистрата Фалалеевича Жакова. По архивным материалам Жаков приезжал на Вишеру в 1900 году. Сюжеты, рассказанные местными жителями, вошли в реконструированную картину мира древних коми, которую он представил в статье «Языческое миросозерцание зырян». Но Жаков не записывал аутентичные тексты начала прошлого века, как надеялись многие ученые. Он фиксировал только отдельные сюжеты и имена героев. Все тексты он после дописывал по своим воспоминаниям. Скоро все будут есть из одной квашни, а из абажуров будет звучать голос. Появление радио и пекарни, в которой будут печь хлеб для всех, казалось для маленького, отдаленного от цивилизации села немыслимым явлением. Жаков Калистрат Фалалеевич уже публиковал тексты о Тюве в журнале «Живая старина». Потом мы обратились к его архивным записям. Они хранятся в архиве Русского географического общества. Это его диссертация языческая «Народная словесность зырян». И в этой диссертации он группировал все устные рассказы, но он их атрибутировал как сказки. Тексты, которые были записаны о Тюве, он отнес к оригинальным коми-сказкам о местных героях. Там были сказки про Иркапа, ну и про других коми. Мы их называем легендарными сейчас героями. Все эти сюжеты очень логично были рассказаны Жаковым, потому что Жаков фиксировал эти сюжеты от работника, поэтому все очень конкретно и со всеми фамилиями и названиями и кличками даже собаки. Позже народные легенды о Тюве изучал ученый, фольклорист, литературовед Юрий Герасимович Рочев. При сопоставлении видно, что жаковские сюжеты в некоторых моментах отличаются с текстами, которые фиксировал Рочев в 1978 году. У Жакова очень много внимания уделено сюжету конфликта Тюве с местной колдуньей. У него хорошо описано начало этого конфликта. Девушка по имени Настасья, она хотела выйти замуж за Тюве, но он ей отказал. И после этого Настасья отстригла уши бычку у Тюве. По представлениям коми, еретники Великий Четверг отстригают уши животным. И с этого периода животное считается собственностью того, кто отстриг уши. Калистрат Фалалеевич Жаков в своем рассказе описывает, что, обнаружив это, Тюве прочитал заговор над ушными ранами быков. Анастасия захворала и после продолжительной болезни умерла. И когда умерла уже, она пришла к нему свести счеты. Уже в 1978 году, когда фиксировал эти тексты про Тюве Юрий Герасимович Рочев, ему уже не удалось зафиксировать суть конфликта. Почему женщина после смерти должна прийти к Тюве и наказать его? Там сюжет следующим образом представлен. Охотники зашли к Тюве ночевать и сказали, что умерла Настасья Мати. И после этого Тюве поменялся в лице. И он сказал, что эта Настасья придет его наказывать, но она не сможет перейти через речку Пугдым, потому что ее одели в коты, которые очень скользкие. После смерти же одевали все самое лучшее хоронить человека. И она не сможет пройти через жердочку. А пока она обойдет через верховье, то наступит утро, и она не успеет наказать Тюве. С 2012 года работники Института языка, литературы и истории Коми-научного центра Людмила Лобанова и Алексей Рассыкаев начали изучение локальной вишерской традиции. Во время сбора фольклорно-этнографического материала удалось записать тексты и про местного героя. По сей день много говорят о Тюве. Мы уже 10 лет изучаем эту тему, объездили все близлежащие села. Люди связывают все его предсказания с нынешней жизнью. Тюве — это фольклорный персонаж, но у него есть прототип, настоящий человек.
который жил в Вишерской стороне. Александр Александрович Панюков, бывший директор Каркеровского музея, краевед, изучал церковные метрики. Их называли еще ревизскими сказками. И выяснил, что настоящее имя Тюва – Григорий Петрович Коюшев. В начале XVIII века его предки бежали из Средней России от крепостного права. У нас в Коми крепостного права не было, а там было. А чтобы не попасться в число плательщиков подати, бегали из одного села в другое. Раз тебя не посчитали, значит и платить не нужно. По материалам Александра Панюкова стали известны и точные даты жизни Григория Петровича Коюшева. Родился он в 1776 году и прожил 72 года. Был образованным, умел читать и писать, путешествовал, а значит и знал много. Поэтому и предстал в глазах местных крестьян предсказателем будущей жизни. Но как появился Тюва в этих краях, ученые не пришли к единому ответу. Я считаю, что этот человек где-то в середине 19 века бежал от какого-то наказания. Полицильным, да, его чаще всего описывают. Он уже видел жизнь, которая кипела, может быть, в Петрограде, может быть, где-то в других городах нашей России. И он сбежал. Вишера – это такое укромное место, где тебя никогда не найдут. Если бы простой человек был, пришедший извне, он бы поселился в деревне. Ему не надо было бы скрываться где-то далеко на лесной речке, куда дойти на сегодняшний день очень даже сложно. Я не знаю, почему он выбрал Коми-край. Можно предположить, что он был выходцем с Выми, учился где-то в Петрограде и потом вернулся, избегая наказания. А Вым и Вишера, они же были связаны дорогой через верховья рек Выми и верховья рек Вишеры. И он, я думаю, спрятался вдали от всех цивилизаций, чтобы его никто не нашел. В местной школе с легендой о колдуне, жившем в здешних местах, знакомятся и на уроках литературы. Учитель коми-языка Светлана Муравьева делится, что ребята с интересом рассказывают истории, которые слышали от своих дедушек и бабушек. В 7 классе при изучении темы «Народное творчество» мы знакомимся с Тюве. Дети должны знать, что здесь когда-то жил такой предсказатель. Саму меня в детстве в детский сад не водили. Жила с бабушкой. Много ходили с ней по гостям. Очень любила слушать местные байки. Рассказывали, Тюве пророчил, что скоро все будут из одной печки хлеб есть. Все удивлялись. Бабушка рассказывала, что Тюве предвидел и Великую Отечественную войну. Говорил, что придет время, и в селах не останется мужиков. И действительно, так и случилось. Мы с детьми все это вспоминаем на уроках. Здесь же, на Вишере, самая известная легенда, связанная с Тюве, это рассказ о крысах. Якобы Тюве отправился за продуктами в село Сторожевск. Уже на обратном пути устал и остановился в местечке Горчой, решил подкрепиться. Но мешок оказался пуст. Крысы постарались. Разозлился Тюве и проклял их. Говорят, что с тех пор крысы на Вишере и не водятся. Дети удивляются, ведь действительно у нас не живут крысы. Говорят, вот раз привозили из города крысу, умерла. Вот такой у нас Тюве. Раньше же по этой реке у нас по Вишере-то муку, там, крупу, все, сахар с большой водой привозили. Капитан рассказывал, говорит, когда плывут, действительно, ближе к Горчаю у нас прямо с барж выпрыгивают крысы-то. Я впервые увидел в Сторожевске крыс. В школе еще учился. Там была эта помойная яма,
И вдруг увидел, почти как кошки они. Но я испугался, я говорю, вот, мышь, говорю, смотри, какой большой. А это, говорят, крысы, им-то сторожеским, все равно они уже знают. А что, говорят, у вас нету, что ли? Я говорю, нету у нас, впервые вижу этого крысу. Но все же к этой легенде со временем местные жители стали относиться скептично, стали смотреть на этот феномен с научной стороны. Дома лежит газета «Трибуна». Здесь журналист Наталья Евстеева как раз описывает этот момент Тюве с крысами. Сказка сказка и есть. Крысы, на мой взгляд, здесь не живут по другой причине. Лет 40 назад я прочитала статью одного ученого, что провели эксперимент. Чуть-чуть подняли радиационный фон, и крысы сбежали из этого города. А здесь как раз у нас радиационный фон немного превышен. Может, Тюва и не говорил такого. Я думаю, что дело в травах, которые здесь растут. Кто знает. Но факт, что местную траву отвозили в другое село для скота, и крысы сбежали из хлева. Научного же подтверждения, почему крысы не водятся в здешних местах, нет. А раз нет, то и все приписывается до сих пор легендарному местному повелителю природы Тюве. Он мог и не быть колдуном, но люди о нем так рассказывали. Но если колдун, значит и стихиями может управлять. Один из сюжетов о Тюве связан с охотничьей артелью. Тюве пошел на добычу со своей артелью. Его обогнали другие охотники. Тюве разозлился на них. Закончилось тем, что артель, обогнавшая Тюве, отдала всю добычу колдуну, так как не могла выйти из леса. Тюве же выстрелил из ружья в гущу леса и сказал, что охотники выйдут только тогда, когда найдут эту пулю. Нашли ли? Неизвестно. 30 километров от Богородска до места, где стоял дом колдуна Тюве, не такой уж длинный путь. Очень уж хотелось нам посмотреть на эти места. Стали расспрашивать местных, сохранилось ли что там. Когда я уже начал писать, про ветеранов писал много, и мне попалась Лидия Петровна, ей 95 лет уже скоро будет. Я в газете написал про нее, про Тюве она тоже мне рассказала, мне тоже было интересно тогда. Мы, говорит, на лодке поднимались, где лес заготавливали в Бияизье там, и встали на берег, а там лесник, говорит, был, это в местечке Погдым. Дома угостил нас и сказал, запомните это место. Здесь жил Тюве, который колдуном-то слывет, говорит. Это его, говорит, это место. Смотрите, говорит, даже еще и печка сохранилась. Вы ездили в Пугдым? Что там осталось? Там за столько лет ничего не осталось. Раньше мы сено заготавливали. 10 лет назад широкие луга были там. А сейчас даже не узнаю эти места. Все заросло. Со съемочной командой мы все же рискнули отправиться на поиски места, где вел когда-то свое хозяйство местный колдун. Добираться решили самым легким способом – по реке. Помогают нам в этом жители села Богородск Иван Михайлов и Светлана Шевкаленко. Говорят, что Тюве жил там, в верховьях Вишеры. Съездим, посмотрим, сохранилось ли что-то там. Дорога оказалась довольно тяжелой. Река обмелела, поэтому в некоторых местах лодку приходилось тащить. Часа 2 на моторной лодке, и вот мы причалили к берегу, где когда-то, больше 170 лет назад, жил Тюве.
Ну вот мы и приехали в местечко Пугдым. Именно здесь жил Тюва и вел свое большое хозяйство. Посмотрим, что-то осталось ли от его дома. Старики рассказывают, что где-то здесь жил Тюва. Получается, здесь он вел свое хозяйство? Да, конечно, за столько лет уже ничего не осталось от этих строений. Бревна сгнили. Мы много ходили, искали, но нам так и не удалось найти хоть какие-то следы быта в этой местности. Кругом стоял лишь лес. Вот виштавны мы это импульс медем фольклорной традиции. Сложно сказать, что дает импульс развитию фольклорных традиций. Известно, что в селах, где есть хорошая дорога, люди рассказывают мало. Вишерский куст дольше других оставался в изоляции. Асфальтированную дорогу проложили только в 80-х годах, поэтому традиционная культура здесь хорошо сохранилась. Это одна из причин. Другая заключается в том, что Тюва сам был незаурядной личностью. Третье. Тюва сам много ходил по селам и, возможно, сам о себе распространил славу. На реке Вишера будет железный пояс, а реку Нившера перегородят бревнами. Много предсказаний Тюва сбылось. Одно из них и сегодня настораживает жителей близлежащего села Нившера. На Вишере Тюва жил. Говорят, он пророчил, что если в Нившере построят церковь, жизнь закончится. В 2017 году здесь, в местечке Рай, на холме, бывший местный житель, а ныне иностранный меценат, построил новую кирпичную церковь. Помня это предсказание, многие жители были против этого строительства, но не все верят в пророчество Тюва. Да, что-то говорил, но не все сбывается. Нужно думать о хорошем. Очень красивую церковь построили. Еще бы дорогу нам получше. Было ли это пророчеством или эту информацию додумали уже сами местные жители? Загадка. Но все же Тюва остается у местного населения одним из сильных и властных колдунов-повелителей. Сам герой легенд стал также персонажем литературных произведений. Результатом сбора материалов Калистратом Фалалеевичем Жаковым во время этнографической экспедиции в Коми-край стала книга «На север в поисках за Памом Бурмортом». Одна из частей издания рассказывает о персонаже Тюва. Алексей Вячеславович Попов, коми-прозаик и драматург, сделал вишерского колдуна героем одной из своих пьес. Были ли люди, которые наследовали умения и знания Тюва, неизвестно. Возможно, его ученики, обладатели сверхспособностей, и по сей день живут на Вишере. Известно одно – мистические рассказы о Тюва существуют по сей день и передаются из поколения в поколение.